внимание правоохранителей и судов. Ожидается, что сегодня суд все же перейдет к прениям. Суд над группой крымско-татарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года начался 3 года назад. Активистов обвиняют в участии в массовых беспорядках. Министерство инфраструктуры Украины инициирует обращение в СНБО о запрете входа российских судов во внутренние воды Украины. Эта тема накануне обсуждалась на совещании ведомства, которое рассматривало санкционные меры, связанные со строительством моста через Керченский пролив. Как заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, подобный запрет связан с высоким уровнем террористических угроз. На реках страны находятся объекты критической инфраструктуры, поэтому недопустимо, что по ним ходят российские суда, подчеркнул Лавренюк. В этом совещании принимали участие представители Минобороны, Министерства иностранных дел, Госпогранведомства, Службы внешней разведки, представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Массовое импровизированное уличное празднование происходило на главной аллее Еревана после того, как премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке после нескольких дней акции протеста. Это решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении на протяжении 10 лет. Протесты проходят и в других крупных городах страны. Перед окончанием полномочий Саргсяна Конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой и реальная власть перешла в руки главы правительства. Роскомнадзор заявляет, что IP-адреса сервисов Gmail и YouTube не вносились в реестр для блокировки на территории России. Также ведомство сообщает, что не блокировало страницу google.ru и сервис reCAPTCHA, используемый для защиты интернет-сервисов от автоматических регистраций. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к этим сервисам накануне. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации, говорится в заявлении ведомства. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 выше 0 ясная погода. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 21 без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем радиослушателей на самой крымской волне. В эфире радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, сегодня обсуждаем самые актуальные темы, высказаться на которые можете и вы, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для крымчан. И если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, правда ли, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан, которые из-за аннексии полуострова вынуждены были взять российский паспорт. Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду проект закона 8297 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве. Что подразумевает этот документ, какие риски несет и могут ли крымчан принудительно лишить украинского гражданства. На эти темы поговорим в ближайшие 25 минут после того, как в нашем сюжете расскажем, какие именно положения законопроекта вызвали вопросы. Крым в центре внимания.
Захотел въехать с российским паспортом – отдавай украинский. Президент Украины Петр Порошенко инициировал изменения в закон о гражданстве Украины, которые предусматривают дополнительные основания для лишения украинского гражданства и могут коснуться крымчан. К примеру, законопроект предполагает, что лица, имеющие двойное гражданство, могут потерять украинское, если попробуют въехать в страну, предъявив российский паспорт. Также рискуют лишиться украинского гражданства те крымчане, которые участвовали в российских выборах и в связи с этим оказались в официальных реестрах российских органов власти. В то же время в законопроекте признается, что крымчане, ставшие гражданами России из-за незаконных действий российских властей Крыма, не получили российские паспорта добровольно, а значит, это не может стать основанием для лишения их украинского гражданства. Эта президентская инициатива вызвала резонанс среди пользователей социальных сетей в Крыму и на материковой Украине. Некоторых из них законопроект возмутил, поскольку его трактовали якобы как отказ Киева от жителей аннексированного полуострова. У нас еще нет закона о коллаборации, он очень спорный. Как определить ситуации, которые расценивать как добровольная коллаборация? Пока что к таковым относятся разные новоиспеченные депутаты российских партий, чиновники. Вряд ли учителей и врачей, которых заставили идти на выборы под страхом увольнения, будут считать коллаборантами и лишать гражданства. Какой нежданчик. Тут весь Крым голову ломал, как отказаться от гражданства. И тут такой подарок. А зачем вообще закон этот нужен? Если он вступит в силу, то, соответственно, граждан Украины на территории Крыма не останется. Приняв этот закон, депутаты и президент фактически отказываются от Крыма как территории Украины. Отреагировал на информацию о новом законопроекте и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. На своей официальной странице в Фейсбуке он назвал инициативу украинского президента неадекватной. Безусловно, ни для кого не секрет, что у многих крымчан на территории Украины находятся родственники или имущество. И поэтому крымские власти никогда не настаивали на том, чтобы изымать украинские паспорта у граждан. Данная процедура коснулась только чиновников, работников правоохранительных структур, судебной системы и так далее. Для кого это было обязательным условием при поступлении на работу. Если Украина примет окончательное решение совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, будем прорабатывать комплекс мер, который позволит крымчанам не почувствовать дискомфорта. Первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял в эфире телеканала 112 Украина напомнил, само наличие российского паспорта у гражданина України ще не являється поводом для лишення гражданства. Ми повинні розуміти, що президент України, який має приймати рішення про надання чи припинення громадянства, не буде робити це скопом, я так розумію. Недобровільне придбання російського громадянства зокрема в Криму, не є підставою для припинення громадянства. От про цю сторону мало хто говорить, однак це дуже важливо. Тобто не просто вже Мін'юст, а вже закон України буде говорити про те, що російський паспорт, який більшість громадян України в Криму змушена була отримати, щоб тут почуватися більш-менш комфортно та безпечно, він не є підставою для припинення громадянства України лише за окремими випадками, які відзначаються в цьому законі. Законопроект был подан в Верховную Раду Украины 19 апреля и пока рассматривается в парламентских комитетах. Крым в центре внимания. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о законопроекте 8297 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве. Правда ли, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан? Эти вопросы мы адресуем сегодня нашим экспертам, и вы можете задать вопросы или высказать свое мнение по этому поводу, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926. Как знаете вы, это бесплатный номер для жителей полуострова, и 044 490 2905 по тарифам вашего оператора. Можете нам позвонить, если вы находитесь на материковой части Украины. И заявление о том, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан, стали активно использовать крымские и российские СМИ и растиражировали все центральные средства массовой информации России. Они заявили, что Петр Порошенко фактически признает жителей полуострова гражданами России. Так ли это, мы будем спрашивать у наших экспертов. И российские СМИ писали, что в качестве основания для потери гражданства Украины на самом деле
выступил именно президент и выступивший с этим изменением в закон о том, что из себя представляет этот проект и в чем его актуальность. Адресуем эти вопросы нашим специалистам. И проект законопроекта уже есть на сайте парламента. Он значится как неотложный. Если вы зайдете на сайт, то номер наберете 8297 и найдете его. И то, что российские СМИ называют в качестве основания для потери гражданства Украины, на самом деле выступает, как пишут украинские СМИ, гарантии прав крымчан как граждан Украины. Попробуем этот вопрос адресовать постоянному представителю президента Украины в Крыму Борису Бабину, с которым пытаемся связаться. В эфире радио «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Итак, говорим сегодня об изменении в закон о гражданстве Украины, что он собой подразумевает. С нами на связи глава правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. Доброе утро. Доброе утро. Как вы считаете, вот этот законопроект необходимо ли дорабатывать и какие положения его вызвали резонанс в обществе? Но дело в том, что если говорить вообще о том законопроекте, который зарегистрировал президент Украины, это как раз-таки те изменения, которые или дополнения и изменения в действующий закон про громадянство Украины, про гражданство Украины. И понятно, что здесь в этом как раз-таки законопроекте пытаются учесть ряд проблем, которые существуют и в том числе в связи с оккупацией Крыма и в связи с теми последними процессами, которые происходят в Украине. Конечно, больше привлекло внимание и экспертов, и общественность именно то, что появляется статья 19, как раз которая касается Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются временно оккупированными. А имеет ли отношение, сразу спрошу, имеет ли отношение эта статья закона именно к крымчанам, поскольку она регулирует, это крымское гражданство не является гражданством иностранного государства, да? Относится ли эта статья к крымчанам, на ваш взгляд? На мой взгляд, дело в том, что здесь как раз-таки этот вопрос до конца в законодательном плане не урегулирован законодательством Украины. И поэтому здесь, с одной стороны, речь идет о том, что именно те наши соотечественники, которые находятся в Крыму и которые вынуждены были получить паспорта Российской Федерации, при этом сохраняют украинские паспорта, как раз-таки и попытка урегулировать этот вопрос. Но здесь больше экспертов волнует то, что лишать гражданства тех людей, которые принимали участие в выборах и в других или в иных действиях, которые организовывает оккупационная власть или Российская Федерация на территории Крыма. И вот этот момент, он, на мой взгляд, очень интересен в том плане, что когда мы говорим о выборах или о службе в армию или еще о каких-то процессах, то речь идет о том, что порой люди вынуждены участвовать в тех или иных процессах. То есть служба в армию. Сегодня молодые люди, их призывают в армию, их приглашают в военкоматы, и, соответственно, если они не пойдут служить в армию, то у них могут возникнуть проблемы, и их могут осудить. Тем более сейчас Российская Федерация внесла изменения в свое законодательство. Если раньше по повестке нужно было идти, то сейчас, если подходят сроки, то житель или так называемый гражданин Российской Федерации обязан сам явиться в военкоматы, и, соответственно, если он не приходит, то открывает вплоть до уголовного производства. И что касается выборов, понятно, что в этом законопроекте написано, что в публичных реестрах, но проблема возникает в следующем. А каким образом мы будем фиксировать эти процессы? Каким образом мы можем зафиксировать всех избирателей? Вот, к примеру, я уверен,
что в отношении меня, что я и моя супруга внесены в реестр избирателей в поселке Молодежного Симферопольского района. Просто по факту регистрации, правильно? По факту регистрации, потому что я не брал российский паспорт, но Российская Федерация меня считает гражданином Российской Федерации, потому что на момент оккупации, на момент референдума я имел крымскую прописку и имею по сегодняшний день. Но при этом я не уверен в том, что проголосовали, скажем так, мои бюллетени. Или что не проголосовали. И поэтому вот здесь как раз-таки четко дифференцировать тех людей, которые оказались в реестре избирателей оккупационной власти, голосовали или они или нет, тут доказать очень сложно. Другой вопрос, что можно, конечно, определить тех людей, которые работали в избирательных комиссиях, которые работали в избирательных комиссиях всех уровней. Вот здесь, конечно, проще найти, проще собрать эту информацию и, соответственно, реагировать на это. Но здесь еще возникает вопрос, а механизм лишения гражданства? Да и в целом я считаю, что мы должны сегодня работать над этим законопроектом именно в том направлении, что наоборот, тех людей, которые живут в Крыму, которые имеют и сохранили украинские паспорта, дать возможность, чтобы они сохранили эти паспорта и дальше, до деоккупации. Чтобы те люди, или те молодые люди, которые сейчас, до оккупации, уже прошло 4 года, не успели получить украинские паспорта, те молодые люди, которым сегодня исполняется 16 лет, или в прошлом году исполнилось 16 лет, или в будущем будет исполняться, чтобы мы именно создали механизм для получения этими людьми, возможно, автоматического гражданства Украины и упрощенную процедуру получения. Ведь если мы будем смотреть с обратной стороны, ведь до деоккупации Крыма Российская Федерация активно вела работу по получению гражданства Российской Федерации и в Севастополе, и в Симферополе. И несмотря на то, что согласно законодательству Украины запрещено иметь двойное гражданство, Российская Федерация создавала все условия, а согласно российскому законодательству можно иметь гражданство Российской Федерации и другого государства, все условия для того, чтобы жители Крыма, которые имели пророссийскую позицию, могли получать российские паспорта. И, к сожалению, на тот момент СБУ Украины работала очень слабо, и, конечно, именно в Крыму и Севастополе и достаточно большое количество жителей Крыма и города Севастополя имели, несмотря на то, что являясь гражданами Украины, имели российские паспорта. Как вы считаете, вот проанализировав текст законопроекта, который существует на данный момент, да, без правок, вот мы сейчас можем однозначно ответить на вопрос, могут ли крымчан принудительно лишить украинского гражданства? Вот дело в том, что я считаю, что необходимо доработать этот текст, потому что этот текст даже пытаются трактовать по-разному. Некоторые пытаются трактовать, что это наоборот способ, способ удержания гражданства среди людей, проживающих на оккупированной территории. Некоторые считают, что это наоборот создает проблему, и это механизм, не то что механизм, а больше некая пугалка для тех людей, которые живут в Крыму. Но если мы хотим предупредить людей для того, чтобы они не участвовали в процессах организованных, я имею в виду политических процессах, организованных оккупационной властью, то здесь, на мой взгляд, лучше и больше нужно работать не над процессами гражданства или лишения гражданства, а над вопросами определения степени коллаборации. И здесь, вот, на мой взгляд, очень хорошая инициатива есть у общественной организации «Сила права», которые разработали законопроект о прощении. Вот здесь как раз-таки здесь создаются те условия о том, что люди, проживающие
проживающие в Крыму и которые вынуждены работать в муниципальной власти или еще в каких-то других уровнях, чтобы они понимали, что на каком этапе их могут простить, какую степень коллаборации они совершают, и, соответственно, чтобы понимали те, которые сегодня совершают серьезные преступления, и что им не уйти от ответа, от ответственности, вернее. Вот здесь, на мой взгляд, нужно было бы больше работать вот в этом направлении. С одной стороны, я еще раз повторюсь, работать над тем, чтобы максимально создавать условия для получения или сохранения гражданства людей, проживающих в Крыму, украинского гражданства. И с другой стороны, четко позиционировать, каким образом будут нести ответственность, вернее, не каким, а в какой степени ответственность будут нести те люди, которые участвуют в тех или иных процессах, организованных оккупационной властью. Вот мне кажется, нужно работать больше в этом направлении, если мы говорим реально о деоккупации. Кроме того, уже вчера буквально приехали люди из Крыма, и действительно появление, здесь опять же зависит от средств массовой информации, и появление этого законопроекта, и, соответственно, появление различной трактовки, а мало того, очень активно подхватила российская пропаганда этот законопроект и начала трактовать по-своему, и, соответственно, начала запугивать людей, потому что реально мне вчера люди, приехавшие из Крыма, стали говорить, а что мы, в Крыму начинает появляться паника, что все крымчане могут быть лишены украинского гражданства. То есть там же пропаганда российская не занимается таким вот детальным анализом и детальной информацией, что же происходит или что хотел сказать президент, зарегистрировался данный законопроект. Российская пропаганда активно использует то, что вы не нужны Украине и вас всех лишат украинского гражданства. Поэтому вот в этом плане, мне кажется, здесь должны очень четко еще отработать юристы, четко должны проработать эксперты и, в-третьих, конечно, средства массовой информации, которые должны донести информацию до людей, что речь не идет о том, что мы хотим избавиться от своих граждан, а мы хотим создать условия для получения ими или сохранения ими украинского гражданства, и, с другой стороны, чтобы они понимали, что, несмотря на то, что они живут на оккупированной территории, на них в том числе лежит ответственность. Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. А у нас есть звонок с вопросом вам от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? У вас есть возможность задать свой вопрос или высказать мнение. Доброго ранку. Я із окупованого Крима. Я хотів задати таке запитання. У мене колега вступив в партію ЛДПР спеціально, щоб висказувати свою основу проти цієї путінської компанії. Приймав участь, він був наблюдателем на виборах для того, щоб коли прийдуть наші, щоб розказати цю ситуацію. А наче, якщо він був би не в цій партії, то його вже посадили, як екстреміста. От як йому поступити з цим вопросом? Він любить, він в Україні живе 45 років, вже в Криму, любить і вважає Україну, він сам з України. Родом, все, живе так. От як в цій ситуації бути йому? От я просто балакав и задаю такие запитания. Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше мнение. Эскендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Что вот можем ответить на этот вопрос о степени участия в действиях оккупационных властей и коллаборации, о чем вы говорили? На самом деле очень хороший вопрос, потому что здесь как раз-таки этот человек, да, он вступил в политическую партию Российской Федерации. Да, он вступил действительно или участвовал в выборах, но не как организатор этих выборов, а как наблюдатель, который пошел, соответственно, собрать определенную информацию, кто принимает участие и как идет процесс. И с другой стороны, ведь есть и в том числе люди или обычные чиновники, которые работают сегодня в государственных структурах или муниципальных, и в том числе, находясь там, могут дать определенную информацию, которая также необходима. Я не говорю о силовых структурах, я говорю в данном случае даже в обычных гражданских структурах, где можно получить элементарную информацию
о состоянии там экосистемы Крыма, с позиции оккупационной власти, о состоянии там здоровья населения и так далее и тому подобное. Масса различных сфер. И поэтому вот здесь еще раз я говорю, что именно не вопросом гражданства нужно решать эти моменты, а вопросом законом о прощении или законом о коллаборации. И еще вот один у нас, продолжим с вами разговор, еще у нас один есть звоночек. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос нашему эксперту? Это я на связи? Да, это вы, есть у вас возможность задать вопрос или высказать свое мнение. Да, вы в эфире. Извините, я по поводу... Алло. Да. И здравствуйте еще раз. Я имею в виду, я сейчас у дочки в Крыму. У меня 2 дочки в Крыму. Одна в Джанкое, вторая в Армянск. Они молодые. И тем более одна свидетель Иеговы. Она ни на выборы не было. Ничего. Я вообще имею в виду, почему мы это не имеем права, чтобы приехать сюда к нам. Что-то слышно там по интернету, везде, что это будут забирать украинские паспорта. Объясните, пожалуйста. Спасибо вам за ваш вопрос. Эскендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на связи. Мне кажется, последний звонок доказывает то, что активно российская пропаганда работает, и уже у всех крымчан есть вопросы к этому законопроекту. Да, и возникла паника, или возникает паника у наших соотечественников. Тем более, если вот как раз-таки вот последний радиослушатель, который позвонил, он говорит, что его дочка имеет отношение к свидетелям Иеговы. Признанным экстремистами. Этих людей преследуют. И одного из лидеров Иеговы мы занесли в список погибших от агрессии Российской Федерации. Поэтому здесь на самом деле нам нужно активно работать в средствах массовой информации. Во-первых, это законопроект. Во-вторых, нам надо работать и доносить до наших людей, что здесь нельзя вдаваться в панику, потому что мы на самом деле здесь потеряем наших сторонников, которые верят в Украину, которые верят в нас и которые все-таки надеются в то, что Украина восстановит целостность своего государства. Будет ли Меджлис инициировать более активные общественные слушания по этому законопроекту, поскольку обсуждения не было до внесения законопроекта, который сейчас первоочередным считается? У нас планируется в ближайшее время заседание особого совещания Меджлиса крымско-татарского народа. Мы еще не успели обсудить данный вопрос, потому что оно у нас только планируется на завтра. И я думаю, что этот вопрос мы будем поднимать для того, чтобы была четкая позиция Меджлиса крымско-татарского народа в этом вопросе. Минутку, еще один звоночек примем и продолжим. Здравствуйте, у вас есть возможность высказаться. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. У вас есть возможность задать вопрос нашему эксперту или высказать свое мнение. Это из Крыма. Я хочу свое мнение тоже высказать. Значит, в Украине запрещено двойное гражданство, так? Очень быстро, да. А как же те варяги, которые прибыли в свое время из США, Литвы, Польши, целая команда из Грузии, и им Порошенко дал, паспорта граждан Украины. Спасибо большое, и я думаю, что главе правления Крымско-Татарского ресурсного центра Эскендеру Бариеву этот вопрос мы адресуем уже в следующем нашем эфире, поскольку время наше подошло к концу. Спасибо. В эфире радио Крым Реалии. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Украина требует от России прекратить призывать крымчан в армию. Драмтеатру имени Горького помогут с противопожарной безопасностью. И местные власти получили право устанавливать время продажи алкоголя. Сейчас подробнее.
Украина требует от России прекратить призывать в армию крымчан, заявил во время Совета безопасности ООН замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Дипломат процитировал последний отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, по которому Россия продолжала принуждать крымских жителей к своим вооруженным силам, привлекая по меньшей мере 4800 человек. По словам Кислицы, суды в Крыму начали рассматривать дела по обвинению в уклонении от призыва. Российский Минкульт Крыма обещает помочь Крымскому академическому русскому драматическому театру имени Горького решить проблемы противопожарной безопасности. Об этом сообщает ряд крымских СМИ. Сайт Крыминформ цитирует главу ведомства Арину Новосельскую, которая обещает, что театр в кратчайшие сроки возобновит свою работу. Крымский академический русский драматический театр, приостановивший работу до конца месяца, обещает вернуть деньги за уже приобретенные билеты. Исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер-министр страны Карен Карапетян. Решение об этом принято на внеочередной сессии правительства республики. Карапетян был премьером по 9 апреля нынешнего года. Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. Саргсян до этого был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием его полномочий Конституция страны была изменена, и реальная власть перешла премьер-министру. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий органам местного самоуправления право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Сельские, поселковые, городские советы на своей территории могут устанавливать запрет продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и вина в определенное время суток, говорится в тексте закона. Верховная Рада одобрила законопроект 22 марта. Ранее отдельные города Киев, Львов, Луцк, Черкассы и Ужгород пытались запретить продавать алкоголь ночью, но этот запрет легко было обжаловать в суде. По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Крыму плюс 23 и ясно. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 21 градус без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Как всегда, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номера телефонов 8 810 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, что происходит с полигонами твердых бытовых отходов в Крыму. Почему на закрытый полигон в Симферопольской Каменке продолжает свозить мусор, какую угрозу несет переполненный мусором полигон для экологии полуострова и когда в Крыму реализуют проект строительства мусоперерабатывающего завода, как используют в мире закрытые мусорные полигоны. Все эти темы обсудим в ближайшие 25 минут с нашими экспертами. Звоните, и вы высказываете свою точку зрения. И начнем, расскажем вам о том, что именно происходит сейчас в Каменке. В начале 2017 года в Каменке, это небольшой микрорайон Симферополя, был закрыт полигон. Мусор с крымской столицы должны были везти в село Тургенево Белогорского района. Однако сначала были проблемы у предприятия «Экоград», которое занимается вывозом мусора. Не хватало техники у предприятия. Затем активисты стали заявлять, что на закрытую свалку в Каменке на ней был зафиксирован подъезд мусоровозов. То есть мусор продолжали свозить на закрытую свалку. И в апреле этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Каменку с рейдом и потребовал выяснить, почему мусор до сих пор складируют именно на этом полигоне. Давайте послушаем. Мнение.
В апреле этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Каменку с рейдом и потребовал выяснить, почему мусор до сих пор складируют именно на этом полигоне. Сегодня на одну машину, вот я сюда буду отправлять теперь регулярно раз в неделю человека сюда с камерой, то есть хоть на одну машину, я вижу, что здесь прибавилось мусора, значит, будут жесткие кадровые решения в отношении всех, кто отвечает за этот процесс. И, конечно, надо навести уже здесь порядок там, ну и сам район Каменка-то, в конце концов, здесь страдает, сколько можно. Мнение. Журналисты Крымреалии отправились в Каменку, чтобы выяснить у местных жителей, как обстоят дела с мусором сейчас, изменилась ли ситуация. Давайте послушаем мнение крымчан. Крымчане говорят. Журналисты Крымреалии отправились в Каменку, чтобы выяснить у местных жителей, как обстоят дела с мусором сейчас. Никак не изменилось. Только по телевизору видели, как Аксенов по ней ходил. И на второй же день машины вереницей едут, как ехали. Че, ну, меньше стало, может, немножко по сравнению с тем, как год назад было. А вообще машин я не вижу. Я на автобусе приехал, я даже не вижу машин. Один машин, если приезжает, то редко. Ну, я не видела, но люди говорят, что возят, но там же, потому что за горой мне не видно. Ну, а говорят, что там дальше возят. Но мало. И притом говорят, что это самое законно. Каким-то машинам разрешили. Вот так вот едут вот сюда, а потом по свалке, по кругу и заезжают. Ну, надо как-то закрывать, конечно, лето впереди. Будет страшно дело. Мусор водят, да, машинами. А часто каждый день. Только в воскресенье отдыхают они. Крымчане говорят. Это были жители Каменки, которые рассказали, что проблема мусора не решена. В эфире радио Крымреалии, микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о проблемах с полигонами твердых бытовых отходов в Крыму. С нами на связи ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Как вы считаете, удается ли властям Крыма сейчас найти решение проблемы утилизации отходов? Возможно, вы слышали вот именно о симферопольской проблеме с Каменкой. Вы знаете, это общая проблема для многих населенных пунктов Крыма. К сожалению, после распада советской власти в украинское время, к сожалению, не проводилась вот эта работа, не проводилась планомерно. Я помню, что вот губернатор Севастополя Меняйло, да, на одной из пресс-конференций сказал, что в украинское время, но он имел в виду последние годы, Севастополь финансировался ЖКХ на 40%. Ну, вы представляете, при том, что, конечно, что-то делалось. И, безусловно, разгребать украинское наследие, ну, не так быстро. Что-то делается. На мой взгляд, конечно, определенная слабость команды Сергея Аксенова – это то, что недостаточно сильная журналистика в Крыму. Я с Сергеем Аксеновым, когда встречался, вот в августе прошлого года, мы где-то полчаса разговаривали, да, я говорю, проводите пресс-конференции для журналистов районных и городских газет. Фактически же он проводит пресс-конференции для Симферопольского пула, и те журналисты, которые работают ежедневно на земле, на селе, в городах маленьких, больших, да, они не попадают на прямой диалог с главой республики. И поэтому не всегда он информирован. Это неоднократно уже бывало, когда он реально приезжает на место и выясняется, что все совсем не так, как ему докладывают подчиненные, да. Вот. Поэтому мне видится, конечно, гласность, конечно, открытость, конечно, постоянный диалог с населением. Ну, смотрите. Вот тех людей, которых мы послушаем, да. Сергей Аксенов приехал в Каменку, да, увидел проблему, сказал о том, что он теперь регулярно будет приглашать человека с камерой, фиксировать эти процессы. А есть ли возможность, на ваш взгляд, реально повлиять на этот процесс? Отвозить, например, с техникой Экограда мусор в Тургенево Белогорского района, как это планировалось ранее? Либо другие какие-то мероприятия? Опять-таки, я скажу одно, да.
смотрите, российская система управления, она достаточно бюрократична, да, но это проблема для многих государств мира, понимаете? И поэтому быстро что-то сделать, это ручной режим. Для ручного режима не всегда хватает техники, финансов, да, а закладывать в программу развития, безусловно, но пока пройдут аукционы, пока пройдут электронные торги, пока выйдет фирма-подрядчик. Я единственное, что скажу, о Ялте, регион, где я живу, да, там у нас Холм Дарсан, да, там были заброшенный такой карьер, овраг, где энное количество покрышек скопилось, да. Мы просигнализировали, приехали, убрали. То есть экология, все отчиталась, нам позвонили, довольны. Мы говорим, да, довольны, да, порядок наведен. Вот, поэтому ЖКХ – это вечная проблема. Это вечные, опять-таки, мусор, дороги. Ну, как помните, еще классик сказал в России, дураки и дороги, понимаете, вот так, да. Но мы надеемся, во всяком, опять-таки, в Ялте сейчас новый в Рио главы администрации. Вот, мы неоднократно говорили Аксенову о неэффективности Сотниковой. Наконец, это решение было принято. В России достаточно быстро можно поменять руководителя города, да, вот, Сотникова ушла в отставку с непонятной, ну, то есть по собственному желанию ушла в никуда, да, сейчас новый энергичный 42 Сергей, года позвольте вопрос. Главы администрации. Знаете ли вы ситуацию с Гаспринским полигоном, куда раньше свозился мусор, да, со всего ЮБК, а сейчас какова там ситуация? Это было, ну, это огромная проблема была в украинское время. Гаспринская свалка горела, там селитебная зона, там жилые дома. Ну, сейчас, по крайней мере, эта свалка законсервирована. Сейчас, по крайней мере, она не горит, как в украинское время. В украинское время она горела, понимаете, там санаторий, Ясная Поляна, Люксембург, ну как там дети отдыхали, а тут горит свалка, да, это же какой воздух. Сейчас, к счастью, свалка под контролем, вот, и ставится вопрос, опять-таки, о ее рекультивации, вот, но это вопрос уже будущего. По крайней мере, год назад, когда на экономический форум приезжал спецпредставитель Путина по экологии Иванов, это бывший глава администрации, в общем-то, я встречался, разговаривал, и реально пошли сдвиги. Ну, еще давно классик говорил, да, что Россия страшна своими размерами. Конечно, огромная страна, но богатая, понимаете? Поэтому, если реально глава администрации, если реально глава республики ставит вопрос, то, безусловно, из резервного фонда выделяются правительством деньги на те или иные мероприятия. Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Ялтинский журналист Сергей Сардыка был на связи с нашей студией в эфире радио Крым Реалии. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о проблеме мусора в Крыму. Как известно, в Крыму было 28 полигонов твердых бытовых отходов. И у нашего следующего эксперта, крымского эколога Маргариты Литвиненко, спросим, скольким из этих 28 полигонов, сколько из них соответствует природоохранным требованиям. Доброе утро. Природоохранным требованиям, насколько известно, не соответствует практически ни один полигон. Поэтому говорить восторженно о том, что сейчас все будет исправлено, то, что раньше было плохо, это было бы неразумно. Ни один полигон не соответствует тем природоохранным требованиям, которые на самом деле должны были бы быть. Вы знаете ситуацию с полигоном Каменка? Да, чем опасно ввоз мусора на уже закрытый полигон? Я вообще удивлена тем фактом, что целый год, еще в 2017 году, до 31 декабря 2016 года должны были прекратить возить мусор на полигон Каменка под Симферополем. Я была там, лично видела тот кошмар, который вокруг творится, эти пакеты вокруг на деревьях развешаны от ветра. И целый год те, кто называют сейчас себя и отвечают за жизнедеятельность Крыма, они не знали, что там делается, да не поверили этого ни за что. Наверняка кто-то им что-то где-то говорил. И только спустя практически год обнаружили, что там творится безобразие, оказывается, туда незаконно складируется или сваливается мусор.
решение этого полигона, конечно, его нужно рекультивировать, конечно. Но Тургеневский полигон, то есть полигон возле села Тургенева Белогорского района, он сможет принимать, как сообщают официально, сейчас 1,5 миллиона кубометров мусора. Ну, дай бог, чтобы он столько принимал, дай бог, чтобы это было без последствий для окружающей среды, потому что складировать этот мусор они собираются в карьерах, насколько мне известно. А карьеры это известняковые, а известняк это такой материал, который рыхлый и который легко пропускает вот эту воду. Как они будут изолировать стекающую жижу, вот эти воды, неизвестно пока. И, то есть они могут попасть и в подземные воды, все эти стоки с полигона. Вот. Что касается конкретно Каменки, конечно, там нужно строить прежде всего мусороперерабатывающий завод. Но вы обратите внимание, что о мусороперерабатывающем заводе речи не идет. Вообще не идет о строительстве в Крыму мусороперерабатывающего завода, я имею в виду реально. То, что там проекты, планы существуют, да, такое есть. То, что кто-то что-то хочет, есть. Но кто сюда придет сейчас строить мусороперерабатывающий завод? Пока из тех, кто приходил, ни один не взялся конкретно прийти, начать сесть на землю и начать строить завод. И в ближайшем будущем обозримом, если рационально смотреть на ситуацию, этого не будет. Поэтому, скорее всего, его засыплют грунтом, рекультивируют. То есть, это, собственно, и есть культивация. Засыпят грунтом, посадят, может быть, что-нибудь, а может быть, и нет, там трава вырастет. Это все, вот его судьба такая будет. Ну, а мусор, не верится, если разумно посмотреть, не верится, что весь мусор будут вывозить исключительно на Тургеневский полигон, так называемый Тургеневский карьер. Скорее всего, мусор будет самовольно сваливаться. При рекультивации, да, вот, то есть мусор, когда засыпается землей, как вы отметили, сколько лет должно пройти, чтобы мусор переработался, да, хотя бы органические отходы, понятно, что мы не говорим о пластике и других компонентах вредных. Вот. Каково минимальная, да, граница вот этого вот переработки органических отходов хотя бы? Желательно, чтобы вообще там никогда уже ничего не сваливалось, чтобы это место было чистым. Есть такой пример, это Александровка под Луганском. Есть такое место, где когда-то рекультивировали мусорный полигон, там рекультивировали по западным меркам, там грант соответствующий был. И сейчас там, чистое поле. Вот видишь, и чистое поле. И никогда не подумаешь, что там была раньше свалка. Желательно, конечно, чтобы так было и в Каменке. Но, неизвестно, будет ли так, это маловероятно. А почему? Почему маловероятно, на ваш взгляд? Не выделяются средства? По разным причинам. Потому что говорить, что что-то будет сделано, это одно, а сделать это другое. Во-первых, нужны деньги. Во-вторых, нужна воля. В-третьих, нужна чистота чиновничьих рядов. В-четвертых, нужна соответствующая общественная и политическая обстановка. Ну и так, в-пятых, в-шестых и так дальше можно идти, да. У нас, например, вот в Севастополе в этой программе, которая была в 2014 году разрекламирована, называется «Федеральная целевая программа», в одной из первых, это как пример я хочу привести, в одной из первоочередных задач было заявлено строительство очистных сооружений в Балаклаве. Это курортный город, куда приезжают отдыхающие, очень много отдыхающих приезжало, да, а очистных сооружений там нет до сих пор. Вот. И в первую очередь, что отодвинули из этой федеральной целевой программы, даже соответствующие местные власти, которые отвечают за жизнедеятельность, писали пояснительную записку по этому поводу, так это строительство очистных. То есть то, что нужно делать в первую очередь, почему-то не делается. Мусор – это самая большая проблема в мире, не только вот в Крыму сейчас, да, и в Украине тоже. Но, к сожалению, вот именно эта проблема сейчас и не решается. И по разным причинам. А назовите мне, вот пусть кто-то, пусть назовет инвестора, который придет, сядет на землю, образно говоря, да, устроится на земле и построит мусороперерабатывающий завод. Ведь даже на том Тургеневском полигоне они собираются перерабатывать 40% мусора, используя тот мусороперерабатывающий комплекс, который 6 лет назад, то есть еще получается при Украине, да, 6 лет назад был поставлен на Каменский полигон, но не использован. Вот они его перевезут, плюс еще один мусороперерабатывающую линию, и они собираются перерабатывать мусор. Это линия предприятия Симэко, да? Вы говорите о линии предприятия Симэко? Нет, другое? Нет, это сообщалось о том, что ООО «Тургеневский карьер» собирается перерабатывать 40% мусора с помощью 2 линий.
а 60% все-таки будет захораниваться. А 60% от 1,5 миллиона, сколько они собираются принимать, как было вот сообщено, да, посчитайте, сколько это. А это практически, ну, полкрыма, если не больше, будет собираться мусор на Тургеневском полигоне. Поэтому перспектива, к сожалению, если бы были западные инвесторы, или любые реальные инвесторы, не только западные, пусть восточные, пусть западные, хоть северные, хоть южные, хоть Южного полюса, но которые бы пришли и построили этот полигон, и мы бы пришли и посмотрели с мусороперерабатывающим заводом, мы бы пришли и посмотрели, что он работает. Вот под Киевом, например, я видела мусороперерабатывающий завод. Я лично видела, нормально работает, и чистота там кругом. После этого мусороперерабатывающего завода свалок нет в других местах. Маргарита, но пока этого нет. А скажите, пожалуйста, есть ли у Крыма, да, или у Симферополя другие варианты вывоза мусора, кроме Тургеневского полигона? Есть еще куда везти этот мусор? А куда его везти? Не будешь же везти его через море. Соответственно, все это будет оставаться здесь. Но Виктор Тарасенко, да, говорил о Сакском районе, о Восточном Крыме, по-моему, Бондаренкова звучало. Эти полигоны, я так понимаю, не начали работу. Можно еще сделать много полигонов. Можно возле каждого села сделать полигон. Но опять-таки, это не мусоропереработка. Это самый примитивный, первобытный способ убирания своих отходов. Просто сваливать их в одном месте. Благодаря тому, что там агрессивная среда на этом полигоне, вообще там разные отходы, в том числе и лакокрасочные материалы, все что угодно сваливается, пластик будет просто разлагаться быстрее. Вот что касается пластика, вы спрашивали. Ну, это самый первобытный примитивный метод. Но ни одного мусороперерабатывающего завода, переработка, то, что является передовым мусорной технологией, мусороперерабатывающей, пока в Крыму нет. И перспективы этому не предвидится. Перспективы создания его пока не предвидится. Спасибо большое. Крымский эколог Маргарита Литвиненко была с нами на связи в эфире радио Крым Реалии. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о проблемах с полигонами твердых бытовых отходов в Крыму. А с нами на связи глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Здравствуйте, Татьяна. Доброго ранку. Услышали мы, да, от крымского эколога, что сейчас в Крыму не идет совершенно речь о мусоропереработке, а лишь о примитивном, да, первобытном сборе мусора. А что делать с полигонами? Вот что международный опыт нам говорит, украинский, киевский опыт? Возможно ли что первоочередной, какой шаг должен быть у крымских властей, на ваш взгляд, в этом направлении? Я хотіла би привітати Маргариту, я чула її виступ і дуже рада, що вона продовжує займатися захистом довкілля, і навіть в режимі окупації Крима, і там є люди, які дбають про довкілля. Можу вам сказати, що ще в 2012 році була розроблена програма будівництва 3 сміттєпереробних заводів в Криму. Вже тоді стало очевидним факт накопичення побутових відходів в курортній рекреаційній зоні Крима. І це все суттєво знижало туристичну привабливість. І ці заводи мали би бути збудовані до 2018 року. Якби не ця окупація, то, скоріше всього, ці заводи були зроблені. Але ще єдиний шлях поводження з побутовими відходами – це їхнє, перше, мінімізація на стадії утворення, їхнє оптимальне інтегроване збирання, роздільне збирання і перероблення. Лише незначна частина в європейських країнах сміття йде десь на складування, до 3%. Інше все знаходить якесь застосування. Або йде повторно на використання, це скло, папір, пластик, метал. І це збереження первинних ресурсів, і що дуже важливим. Частина йде на вироблення енергії, і це в Європі дуже популярний шлях будівництва заводів з вироблення енергії і з використанням частини сміття, тобто його обробленого, або це РДФ, спеціальне пальне, або інші способи оброблення і витягування тепла. Тобто, потенціал в побутовому смітті, отримання тепла великий. Крім того, полігони – це
місця добування звалищного газу. І за умови, коли в Криму є дефіцит газу, це також могло би стати для побутових потреб суттєвим чинником. Тобто є абсолютно сучасні методи, які застосовуються. І, до речі, от в Україні є також кілька планів в містах. Зараз уже місцеві громади підняли питання про будівництво сміттєпереробних заводів і в столиці України. Тобто Україна ухвалила національну стратегію поводження з відходами. Зараз ухвалюються закони відповідно до європейської директиви. І оце прагнення до Європейського Союзу – це не тільки політичний тренд, це прагнення до кращих екологічних стандартів. Но первым шагом, как мы понимаем, да, это уменьшение количества захороняемых отходов, да, то есть это сортировка, это необходимо проводить работу с людьми. Правильно ли я понимаю? Це освітня робота, велика освітня робота, яку, звичайно, проводили громадські організації. Всеукраїнська екологічна ліга має потужний осередок в Криму. Досі він існують наші громадські активісти. Вони продовжують збирати інформацію, обробляти її. Ми доносимо її до тих же органів влади, тому що ми маємо все одно домогтися збереження довкілля. Тому що деградація в Криму довкілля відбувається тотально, бо це не співпадає з українським і європейським законодавством. Але йде мова про роз'яснювальну роботу серед людей щодо окремого роздільного збирання. Але навіть якщо люди це зроблять, роздільно зберуть, хтось має окремо це вивести на окремі компоненти перероблення. Тому потрібна переробна галузь. От і все. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а что, да, вот исходя из западного опыта, который вы располагаете, вот что делают с полигонами твердых бытовых отходов, которые уже закрыты? Как их рекультивируют? Как это происходит? Можу вам сказати, що відповідно до рішення європейських країн до 2020 року в Європі припинять існування всі полігони побутових відходів. От з 2020 року, відповідно до європейської директиви, заборонено взагалі захоронення на полігонах побутових відходів. Із-за чого? Із-за чого? Почему это запрет? Тому що полігони – це дуже серйозне джерело забруднення навколишнього середовища. Це викиди звалищного газу і забруднення атмосфери. Це утворення фільтрату і забруднення ґрунтів і ґрунтових, а іноді і підземних горизонтів. Це серйозний чинник забруднення довкілля. І тому європейці відмовляються взагалі складувати на полігонах. Просто ця робота вже починається в місці утворення відходів. Роздільне збирання, отримання корисних фракцій, а те, що не може бути використане як вторинна сировина, перетворюється на корисний енергетичний ресурс, який дає тепло або електроенергію. Наприклад, в Швеції вже не існує полігонів, там є 10 сміттєпереробних заводів, які абсолютно з коліс переробляють сміття. Його не складують взагалі. От це європейський досвід, до цього прагне Україна. І, на жаль, окупованому Криму до цього ще дуже-дуже далеко, з огляду на різні політичні, економічні і інфраструктурні обмеження. То есть можно говорить, что, например, Каменский полигон, да, полигон в Каменке в Симферополе, это такой ценный ресурс, где можно было бы добывать свалочный газ, да, использовать и при правильной рекультивации получать биотопливо. Старі полігони можна використовувати лише для видобування звалищного газу, тому що сміття, яке попало на полігон, вже не має ніякої цінності, в тому числі і енергетичної, яку можна використовувати. В тому і загроза полігонів, що їх вже потім як ресурс, як сировину практично не можна використати. Досвіду використання сміття з полігонів старих в Європі практично немає. Тому вони старі полігони рекультивують. В результаті рекультивації там встановлюють мережу збирання газу, і це може продовжуватись багато років. Але самі полігони рекультивують. До речі, в Україні такий позитивний досвід рекультивації полігона, класичний, такий, знаєте, щодо збереження природного середовища, вже є. В 2013 році під Луганськом було Олександрівське звалище страшне, яке просто не давало навколишнім селам жити. Це звалище українськими компаніями було запроєктовано, було рекультивовано, існує полігон. Спасибо большое, спасибо. Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко была на связи с нашей студией. Эфир «Радио Крым Реалии» продолжится после паузы.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Севастополя требуют снизить цены на социально значимые товары. Пожары приблизились к оборонному заводу и жилью в Сибири. И отложить курортный сбор в Крыму на год предлагают депутаты. Сейчас подробнее. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников призвал местные власти помочь снизить цены на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Месяц назад он поручил обсудить с торговыми сетями снижение цен и заключить с ними соглашение. По словам Овсянникова, сетевики продолжают торговать с повышенной наценкой. По его словам, в течение мая нужно провести массовую проверку торговых сетей города. На конец декабря прошлого года стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму составляла 3738 рублей и 72 копейки в расчете на одного человека. Поджоги сухой травы создали угрозу пожара на территории Новосибирского завода искусственного волокна в 2 населенных пунктах Каргатского района на базе отдыха Балуш в Искитимском районе Новосибирской области Сибири. Об этом рассказал начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов, передают Сибирь Реалии. Возле предприятия, которое расположено в Искитимском районе, пал занимал площадь в 40 гектаров. В селах Алабуга и Усть-Сума Каргатского района огонь приблизился к жилью на 200-300 метров. Эти пожары были ликвидированы. На 3 журналистов армянской службы «Радио Свобода» напали во время антиправительственных протестов в Армении, которые закончились отставкой премьер-министра страны Сержа Саргсяна. Президент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Том Кент назвал это неприемлемым. 21 апреля полиция избила продюсера программы «Азата Тюн ТВ» Анатолия Игиазаряна. Журналист попытался снять на телефон, как около полусотни полицейских пытались силой разогнать демонстрацию автомобилистов, блокирующих площадь. Депутаты подконтрольного России парламента Крыма намерены на год отсрочить взимание курортного сбора на полуострове. Старт проекта предлагают отодвинуть на 1 мая 2019 года, сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Ранее парламент аннексированного Крыма проголосовал за курортный сбор с 1 мая этого года. Ставка 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 градусов выше 0, ясная погода. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 21, также без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, мы ждем ваших звонков по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. К нашему эфиру могут присоединиться и жители не только Крыма, других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Прямой эфир. Сегодня будем говорить о том, что происходит в Стрелецкой бухте в Севастополе, что требуют от подконтрольных России властей города местные жители, которые инициируют общественные слушания, и какова предыстория конфликта с застройщиками в Стрелецкой бухте. Эти темы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором расскажем, с какими проблемами столкнулись жители Стрелецкой бухты в Севастополе. Тема дня. Почему, вопреки действующему генеральному плану города Севастополя от 2005 года, земля для парковой зоны была отдана под строительство яхт-клубов, гостиниц, рыбообрабатывающего предприятия? Почему вместо положенной парковой зоны жители вынуждены отстаивать свои права на отдых и жизнь? Мы против бездумной застройки. Мы за комплексное развитие города Севастополя с учетом интересов и мнений его жителей. Мы видим Стрелецкую бухту любимым местом для отдыха людей с набережной и живописным парком.
Этот ролик опубликовали в интернете жители московского квартала Севастополя. Они призывают российские власти города учесть их мнение на слушаниях по вопросу застройки Стрелецкой бухты. Горожане уверены, под видом яхт-клуба парковую зону в этом районе хотят застроить 6-этажными апартаментами. Жители написали петицию российскому главе Севастополя Дмитрию Овсянникову, в которой требуют прекратить капитальное строительство в Стрелецкой бухте и провести открытые публичные слушания по поводу ее дальнейшей судьбы. Общественные слушания о застройке этой территории уже проходили в январе этого года. Некоторые местные жители жаловались журналистам севастопольского телеканала НТС о том, что встречу специально назначили в неудобное для работающих людей время. По их мнению, к проведению слушаний были причастны застройщики Стрелецкой бухты. Здесь хороший лобби сзади сидит, который за эту постройку. Вот. И они сидят и выкрикивают. Они не живут там. Они все записались. Я посмотрел списки, я последний записывался. Уже готов проект, который сейчас вам показали, и нам тоже. Мы его не видели, его содержимого нет. А проект чего? А проект еще одной гостиницы, бара, ресторана, ремонтных мастерских производственных. Следующие общественные слушания о судьбе Стрелецкой бухты запланированы на 4 мая. Тема дня. В эфире радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о том, что происходит в Стрелецкой бухте в Севастополе и что требуют от подконтрольных России властей города местные жители, которые инициируют общественные слушания. Какова предыстория конфликта с застройщиками в Стрелецкой бухте? На эти темы говорим. Вы также можете высказать свое мнение или задать вопрос нашим гостям, если наберете бесплатный номер телефона из Крыма 8 810 06 926, либо из других регионов Украины 044 490 29 05. А с нами на связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Какова была предыстория застройки Стрелецкой бухты, да, и вот какова ситуация сейчас? Ну, я бы назвал все это вот, что сейчас происходит в бухте Стрелецкой, типичной севастопольской историей. Потому что в 2003 году, когда началось строительство по инициативе мэрии Москвы жилого квартала, позже получивший название Московский, никто не мог знать, что так все обернется, потому что это была совершенно другая эпоха, было доинформационное общество, и несмотря на то, что изначально квартал, вернее его первая линия, она уже строилась с нарушениями, потому что она строилась в водоохранной зоне, она строилась на насыпном грунте, который проседает, но очень хотелось на самом деле инициаторам застройки, чтобы жилые дома выходили прямо на берег моря, то есть там расстояние до берега, а в некоторых местах меньше 100 метров, 68, там 70 метров, и, соответственно, чтобы все это имело хороший вид. Но тогда еще не появилось такое вот у нас племя общественников, блогеров, разных интернет, поэтому все это проходило незамеченным, и тем более Лужков, это, собственно говоря, критиковать его действия, это было все равно, что на святыню, на икону замахиваться, поэтому тогда никто не возражал, что эти дома строились. Но здесь мы имеем вот ту ситуацию, которая часто, она еще с советских времен возникала в Севастополе, когда дома фактически построены с нарушениями нормативов, и, соответственно, всякое строительство в этой зоне, она приводит к ускоренным аварийным разрушительным процессам. И когда возник в 2006 году проект техклуба, разумеется, на самом деле, опять же, сначала это все прошло незамеченно, опять же, интернет еще не был тогда развитый, когда выделялся этот участок Севастопольским горсоветом. Я сейчас не совсем помню, Валентин Михайлович Борисов был тогда председателем или зампредседателя горсовета, он как раз в 2006 году сменил свое амплуа в должности одного из руководителей города, и он был лоббистом этого решения для каких-то фирм, которые, видимо, были с ним как-то связаны. Тоже тогда, когда шло выделение участка земли под яхт-клуб, тоже все в тот момент смолчали. И, соответственно, сейчас мы имеем ту ситуацию, когда, в принципе, недовольны все. То есть недовольны жители, хотя они сами живут в домах, построенных с нарушениями, но они покупали квартиры, либо получали, там часть домов шло под выделение, для военнослужащих Черноморского флота, а часть шло под продажу. Покупали квартиры, чтобы иметь вид на море и чтобы иметь море, так сказать, под боком, а сейчас застраивают эту территорию. Недовольные предприниматели, которые в 2006 году получили право
осваивать территорию, что им приходится воевать с жильцами. Ну и недовольны новые российские городские власти, которые получили себе на голову такую вот сложную проблему, связанную с тем, что земля на берегу моря в Севастополе очень ценится. А для не севастопольцев, да, кто застройщики, еще раз скажите, или, может быть, фирмы, с которыми они аффилированы? Ну, застройщики там несколько фирм частных. В принципе, название их малоизвестно широкой публике. Ну, вот насколько говорят, там самая пикантная часть этой истории, что они каким-то образом связаны с одним из руководителей города в прошлом, доверенным лицом Леонида Даниловича Кучмы, впоследствии председателем горсовета Валентином Борисовым. Общественные слушания периодически проводятся. Вот недавно были в январе эти слушания. Да? Вот как они, возможно, вы были или знаете о том, как они проходили и для чего инициируются слушания вот в очередной раз в начале мая? Ну, я сразу хотел бы оговорить тот момент, да, что сами публичные слушания, процедура их проведения, она не предполагает какого-то голосования. Депутаты Севастопольского заксобрания из группы Алексея Михайловича Чалова в прошлом году, когда принимали соответствующий нормативный акт по проведению публичных слушаний, они убрали оттуда процедуру голосования, ну, заявляет, что голосование, она на самом деле позволит застройщикам в будущем манипулировать итогами публичных слушаний. А чиновники, они сами примут решение, посмотрев на что люди говорят, поскольку чиновникам всегда виднее, чем людям. Поэтому публичные слушания, во-первых, они исключительно для того, чтобы люди имели высказать свое мнение, сформулировать их в виде каких-то поправок к тем или иным градостроительным документам, а затем уже чиновники будут принимать решение, учитывать эти поправки, либо не учитывать. То есть такова сегодня процедура. Давайте еще раз определим. То есть вот Стрелецкая бухта, да, Московский квартал, там больше 10 лет идет разговор, да, и постоянные акции протеста. То есть там уже есть дома, и вот сейчас снова была выделена, да, земля в Стрелецкой бухте под застройку. Она не была снова выделена, были, скажем так, подтверждены те документы, которые выделялись на самом деле согласно украинскому законодательству. Другое дело, что соответствие тех документов, которые тогда выделялись, оно украинскому, опять же, законодательству под сомнением, с моей точки зрения. Но это должны, опять же, юристы говорить на этот вопрос. А российское право, оно предполагает преемственность в данном случае от украинского права. Местные жители, да, инициативная группа, с представителями которой мы пытаемся связаться, говорят, что под видом яхт-клуба строятся многоэтажные апартаменты. Да, вот что вы об этом знаете? Да, это тоже, вот почему я говорю, что это типичная севастопольская история, потому что для Севастополя, опять же, очень характерно, когда речь идет о таких вот вкусных земельных участках, которые строят больших денег и которые здесь на расхват, очень часто предприниматели получают разрешение на строительство, там, скажем, одноэтажного магазина, жилой пристройки и так далее. И на этом участке по документам, которые согласовывались на одноэтажное строительство, малоэтажное строительство, выгоняют дома в 7, в 9, там, иногда в 15 этажей. В надежде, что, в принципе, потом процедура для властей сноса, демонтажа этого здания будет столь сложной, что власти, они пойдут на переговоры и в итоге это здание легализуют. Поэтому вполне вероятно, что этот сценарий, он будет реализован и в данном месте. Не исключаю, что опасения жильцов, они действительно оправданы, поскольку это часто бывает в Севастополе. Насколько реально опасения о оползне, который вот в связи с строительством вблизи, да, линии моря ведется? Ну, тут надо говорить с геодезистами, но я опять же хочу сказать, что в Севастополе это распространенная проблема, связанная с очень многими домами, потому что очень многие люди еще с советских времен, когда тоже, собственно говоря, были определенные манипуляции с выделениями земли, хотели жить на берегу моря. И с советских времен очень часто такие жилые объекты строились в водоохранной
зоне, и уже тогда были нарушения. Я знаю много таких домов в Севастополе, которые сегодня фактически находятся в аварийном состоянии, а причина этому, да, банальное стремление людей улучшить свои жилищные условия за счет красивого вида из окна. А как вы считаете, из вот ситуации сложившейся сейчас есть какой-либо выход в правовом поле? Я думаю, что правовой выход, он должен на самом деле базироваться на праве, а именно на том, что компании, которые ведут застройку берега бухты в этом месте, они должны работать в рамках тех документов, которые им выданы украинскими властями и позже согласованы российскими властями. То есть, если они не будут нарушать на самом деле те нормы, которые прописаны в законодательстве, связанные с эксплуатацией природоохранной зоны, то, в принципе, наверное, ничего страшного не будет. Но, опять же, с моей точки зрения, опасения жителей, они, конечно, обоснованы. Любой предприниматель будет стремиться, во-первых, сэкономить, а, он будет стремиться выжать из вот этого маленького клочка земли все возможное, значит, будет увеличивать этажность объектов, которые он строит. И вот общественные слушания, которые вот состоятся в ближайшее время, да, инициированные жителями о перспективе развития этой территории, как вы считаете, вот они могут привести вот к конкретным шагам вот уже сейчас в ближайшей перспективе? В принципе, мне кажется, что конкретные шаги со стороны власти, они, конечно, будут учитывать настроение севастопольцев, но все-таки основная игра будет, конечно, заключаться в том, что нынешние власти города, они не местные, они не имеют тех деловых, и, скажем так, личных связей с некоторыми предпринимателями, поэтому у них, конечно, есть возможность, более объективно сейчас решить этот вопрос. И насколько я вижу по реакциям СМИ, подконтрольных действующим сегодня властям, связанным с губернатором, в принципе, как мне кажется, действительно будут учитываться на самом деле пожелания жителей. Есть у меня на самом деле такое мнение, хотя, конечно, я не исключаю, что предприниматели тоже найдут какую-то лазейку в органы исполнительной власти и тоже как-то смогут решить этот вопрос в своих интересах. В эфире радио Крым Реалии говорим с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Для не севастопольцев снова, да, позвольте вам адресовать вопрос о том, где вот сейчас находится Валентин Борисов, упоминаемый вами, да, возглавлявший городской совет в Севастополе. Валентин Михайлович сейчас находится на пенсии, но вот как политик-тяжеловес в прошлом, когда-то в далеком уже прошлом, он является членом партии «Справедливая Россия», одной из 4 системообразующих партий российской политики. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Андрей Васильев. Говорили о застройке Стрелецкой бухты в Севастополе и о том, что местные жители инициируют очередные общественные слушания. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии, микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о том, что на берегу Стрелецкой бухты в водоохранной зоне идет строительство 6-этажных апартаментов под видом яхт-клуба. Именно об этом заявляют жители улицы Фадеева, расположенной неподалеку. Они несколько раз проводили акции, пытались остановить строительство. На 4 мая инициировали общественные слушания. И жители уверяют, что дома этого московского квартала потихоньку ползут на будущий яхт-клуб. И 3 фирмы, которые ведут это строительство, аффилированы с экс-главой совета, про который нам рассказал журналист из Севастополя Андрей Васильев, и с Валентином Борисовым. А с нами на связи крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов. Здравствуйте, Алим.
Добрый день. Вот Андрей Васильев рассказывал нам о том, что дома были построены с нарушением нормативов, соответственно, они разрушаются. И как, по-вашему, быть ситуация, да, вот когда идет застройка новых домов, да, активно идет реклама апартаментов по телевидению, как узнать простому крымчанину, простому жителю, да, были ли дома построены с нарушением определенных нормативов или нет? На что нужно обратить внимание в первую очередь? По поводу нарушений, это проводят проверки надзорный орган. А простому физлицу, к сожалению, убедиться о правонарушении при строительстве будет практически очень сложно. Вот. Есть жилищная инспекция, есть надзорный орган прокуратура. Вот. Если каким-то образом ущемляются их права, либо строящее строение несет угрозу их объекту недвижимости, то они имеют право обратиться с заявлением в надзорные органы, и те, в свою очередь, обязаны провести проверку по данному заявлению. То есть, да-да-да, я напомню, что с нами крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов. То есть у простого физлица нет возможности проверить, да, законность строительства? К сожалению, достоверно проверить вряд ли у них получится это. Просто им вряд ли какая из служб или исполнительной власти предоставит соответствующую информацию, которую они могут проверить согласно действующему законодательству. Соответствует данный объект градостроительным нормам, либо нет. А документы, которые выделялись, да, украинскими органами власти на землю, на квартиры, каким образом сейчас они в российском поле существуют, переоформлены ли в основном? Да, есть такая возможность их, как вы говорите, переоформить, перерегистрировать и получить РФовские документы. Но в этом необходимости нету. А если гражданам нет необходимости там продавать, либо там залога сдавать объект недвижимости, ну и так далее, какие-то действия совершать гражданско-правовые. Все эти документы, которые выданы были ранее при Украине, они признаются согласно федеральному конституционному закону ранее учтенные объекты недвижимости. Поэтому они приравниваются к правоустанавливающим документам, которые на сегодняшний день подаются. И переоформлять их нет смысла? Нет в этом необходимости, за исключением тех случаев, которые я уже ранее сказал, если люди не хотят там продать, либо заключить договор аренды, сдать объект недвижимости в найм на долгосрочный период. Это если больше года, то тогда необходима обязательная регистрация, и вот тогда уже будет возникнет необходимость перерегистрировать с украинский на РФовские документы, так называемые в кавычках. Жители Стрелецкой бухты, да, Московского квартала инициируют очередные общественные слушания. Ранее они неоднократно проводили митинги и акции протеста. Являются ли подобные акции, когда вот они закрывали своими телами экскаваторы, сейчас законными на территории Крыма? Ну, по российскому законодательству, Конституции Российской Федерации действия законны. Потому что понимаете, что действует еще ряд законов, которые в том числе и противоречат Конституции Российской Федерации. Конечно, инициировать общественные слушания, у них такое право есть, и законом предусмотрена процедура, скажем так, подачи заявления, формы заявления и порядок проведения. Законодательством предусмотрен. Плюс административным регламентом органа самоуправления. С одной из фирм, которая, да, вот фигурирует в строительстве и застройке яхт-клуба в Стрелецкой бухте, с ней должны были подписать, подписали, собственно, договор аренды еще в 2017 году, по которому вот этот участок на берегу бухты был арендован на 48 лет. Вот, в юридическом поле возможно ли расторгнуть этот договор аренды? То есть это нужно подать исковое заявление. И кому именно? Городским властям, а члены инициативной группы обладают ли таким правом? Только
если их права либо законные интересы были нарушены при заключении договора аренды. Если их граждан, я подразумеваю под этим их, законные интересы были нарушены, то у них такое право есть в судебном порядке. Для этого необходимо обратиться к квалифицированным юристам, для того, чтобы правильно сформулировать их нарушение прав либо законных интересов. Вот. Также может быть истцом выступать, инициировать орган самоуправления в данном случае, потому что он является собственником земли. Алло, как меня слышно? Да-да-да, слышим вас. Напомню, что крымский юрист по земельным вопросам Малим Бамбетов с нами на связи. А вы можете еще, у вас есть время задать вопросы нашему гостю 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Набирайте этот номер телефона 044 490 2905, если вы житель другого украинского региона. Хотела задать еще вам один вопрос. Возле Стрелецкой бухты, да, были еще проблемы с людьми, которым выделяли землю. И по мнению некоторых российских чиновников, которые они указывали в своих официальных ответах, украинские власти, да, незаконно выделяли эту землю. И ее следует вернуть. Вот как поступать в таких обстоятельствах? Понимаете, я часто слышу от представителей власти подобные высказывания и так далее. Ну что значит законы, незаконные? Это необходимо проверять не по российскому законодательству, понимаете, а по украинскому законодательству. Было ли тот или иной земельный участок предоставлен в собственность законно или незаконно. У нас скажем так, многие чиновники, не зная украинское законодательство, делают соответствующие заявления, понимаете. То есть украинское законодательство, законодатель, согласно законов регулирует порядок земельного кодекса. Алло. Закон о землеустройстве либо земельный кодекс. Да, в таком случае можно говорить о законном или незаконном предоставлении земельного участка. То есть тут нужен детальный и тщательный подход. Тут необходимо проверять. И учитывать согласно украинскому законодательству эти факты, которые я ранее уже озвучил. И, пожалуй, последний вопрос будет к вам адресован. Такие общие рекомендации о том, как крымчанам, да, обезопасить себя, чтобы не была отнята у них земля, как это мы сообщали не раз уже происходило в Крыму. Алло, прошу прощения, я вас не услышал. Повторите вопрос. Алло. Вопрос к вам адресуем, как крымчанам обезопасить себя в юридическом поле, чтобы земля, выделенная им до 2014 года, не была отобрана, как это происходило в Севастополе? Как вам сказать, на 100% это будет очень сложно обезопасить себя. Почему? Потому что, скажем так, и органы самоуправления, и судебная власть зачастую нарушает даже украинское законодательство в части рассмотрения данных проблем, которые вы уже ранее озвучивали. Каким образом себя обезопасить? При нарушении прав, либо законных. К сожалению, оборвалась связь с крымским юристом по земельным вопросам Алимом Мамбетовым. Надеемся связаться с ним в эфире следующих программ радио «Крым Реалии» и переадресовать ему последний вопрос о обезопасивании себя от действий крымских властей. Вы можете звонить нам ежедневно по номерам 8 800 10 06 926, 044 490 2905, писать в Твиттере, предлагать свои темы программ. Заходите также на сайт Крым Реалии. Каждый день читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров. В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода